Сегодня в Доме правительства обсудили ход подготовки к празднованию столетия чувашской автономии. На каких площадках будут отмечать вековой юбилей республики, расскажет Евгения Зиновьева. На заседании не единожды отмечали, столетний юбилей республики должен стать всенародным праздником. Каждый уроженец Чувашии должен почувствовать свою причастность к этой дате, причем даже не живя в нашем регионе. Крымчане приближение праздника уже ощутили. В октябре на полуострове прошли Дни чувашской культуры. По словам профильного министра, в следующем году творческие коллективы из Республики Крым и Севастополя приедут с ответным визитом в Чувашию. Здесь хочу отметить, мы планируем, ждем более 100 человек приедет из Крыма. В 2020 году Дни культуры планируется в городе Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Ульяновской области, Республике Беларусь и многих других городах. Наша задача – общая совместная деятельность, взаимодействовать, не создавать разные бюрократические проволочки и, понимая общее наше целеполагание, все мероприятия должны быть проведены достойно. В самой республике праздничные мероприятия доберутся до каждого муниципалитета. Выставки из фондов Национального музея, фильмы о выдающихся жителях республики, концерты творческих коллективов. С Нового года в Чувашии стартует марафон столетия, где каждый сельчанин сможет окунуться в культуру, искусство и историю родного края. Кроме этого, в юбилейный год у нас впервые пройдет фестиваль национальных костюмов. На Творческом бульваре организуют этноподворье. Настоящий музыкальный баттл проведет сотни гармонистов со всей страны. Достигнута договоренность об организации в июне 2020 года Международного фестиваля детского творчества «Песенка года-2020». Членами жюри проекта являются артисты телевизионного проекта «Голос», лауреаты фестиваля «Песни года», лауреаты «Фабрика звезд». Будет обсуждена возможность их выступления на праздничных мероприятиях. Мероприятие проводится не первый раз. В нем могут принять участие юные вокалисты эстрадного жанра, учащиеся образовательных учреждений дополнительного образования. Также сейчас чувашское книжное издательство готовит к выпуску книгу-альбом, в которой собрана история республики от основания до наших дней. Напечатать ее должны следующей весной. Эта книга, как достойный продукт, который будет выпущен, была представлена широко во всех наших, в том числе и библиотеках. У нас библиотеков порядка 1000, поэтому очень просим и Минобразование, и Минкультура заложить средства на выкуп этой книги для того, чтобы она была доступна во всех наших общественных местах. Представление о том, в каком формате будет проходить то или иное мероприятие, у оргкомитета есть. Не определились пока с главной площадкой празднования столетия чувашской автономии в Чебоксарах. На заседании озвучили 2 точки – стадион Олимпийский и Красную площадь, которую после реконструкции собираются открыть ко Дню Республики. Все недочеты, которые вскрылись в ходе сегодняшнего обсуждения, участники заседания обещали устранить. Следующая встреча оргкомитета назначена на конец декабря. Евгения Зиновьева, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.